Добрый день, раз-раз. Проверка связи чуть-чуть пораньше для того, чтобы понять, как нас видно, насколько нас слышно. Дайте знать, пожалуйста, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать на нашем канале YouTube. Хорошо. Подождем наших коллег. Добрый день. У нас есть еще 4 минуты. Добрый день, коллеги. Я бы попросила тех, кто к нам присоединился, участвовать в нашем чате. Напишите, как видно, как слышно. Хорошо. Еще подождем чуть-чуть коллег. Уважаемые участники, прошу вас задавать вопросы, писать в чат, быть активными участниками сегодняшнего мероприятия. Приветствуем Центр по работе с волонтерами. Наши коллеги на передовой сейчас. Я про вас обязательно расскажу. Спасибо. Спасибо, волонтеры. У нас 1 минута до начала нашего эфира. День у нас сегодня солнечный, ясный, специально для нашего дня гражданского активиста. Ну что, коллеги, я думаю, ровно 2 часа. Самый главный ресурс у нас сейчас время. Я рада всех приветствовать на нашем YouTube-канале. Вот такие реалии. Мы с вами встречаемся в онлайн-режиме. Оффлайн сейчас, к сожалению, для нас недоступен, но любые кризисы, они толкают нас на эволюцию, на развитие, на изменение, на расширение в пространстве и выход, вот в данный момент, выход в прямой эфир в онлайн-пространстве. Всех хочу поздравить, уважаемые друзья, коллеги,
с праздником, с Днем гражданского активиста. Это в нашей республике именно 2 апреля учрежден этот праздник. Он беспрецедентный, и нам очень нравится, мы гордимся тем, что в нашей республике этому уделяется большое значение. Как мы знаем, уже 3-й год мы с вами отмечаем День гражданского активиста 2 апреля. В 2017 году, я помню, на гражданском форуме от идеи к сотрудничеству в июне 2017 года впервые мы услышали, что мы будем в республике отмечать День гражданского активиста. И я думаю, это не случайно, потому что в нашей республике, по данным статистики, более 2000 некоммерческих организаций, 2194 было в начале этого года. Практически 90% организаций некоммерческих свою деятельность осуществляют и направляют на общественно полезные цели, такие как помощь людям в трудной жизненной ситуации, волонтерская деятельность, благотворительная деятельность в различных сферах, в социальной сфере. Мы с вами знаем лидеров некоммерческих организаций, которые известны на всю Россию и за пределами ее. Мы знаем абсолютно незарегистрированные инициативные группы, которые осуществляют свою деятельность и помогают всем тем, кому нужна помощь. Вот в данный момент сейчас нас приветствует ОНО «Центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия». Я хочу сказать большое спасибо ребятам, это наши соседи, которые сейчас находятся на передовой, которые реально осуществляют свою деятельность и спешат на помощь тем, кто в ней нуждается. И я бы хотела призвать сегодня всех у нас такие реалии, что нас толкает вот эта ситуация, наверное, больше к объединению ресурсов, к объединению усилий и власти, и общества, бизнес. Наши коллеги Министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям, которые содействуют в развитии некоммерческого сектора, тоже сейчас принимает активное участие в поддержке и развитии некоммерческого сектора. Мы знаем, в муниципалитетах сейчас созданы штабы и волонтерские центры по помощи людям, одиноко проживающим, в кризисной ситуации, людям с инвалидностью и так далее. Мы знаем, что муниципальные власти у нас очень активно поддерживают, особенно в отдельных районах, активно поддерживают инициативные группы и некоммерческие организации. Мы знаем, что созданы ресурсные центры. Я знаю лично начальников управлений по молодежной политике или заместителей глав, которые абсолютно не стоят в стороне, они помогают и в создании НКО, и в развитии, в разработке проектов и так далее. Поэтому я считаю, что у нас есть ресурсы, которые до, я бы сказала, пандемии, которые мы абсолютно в гармоничном таком режиме сосуществовали и развивались, но сейчас современные реалии нас толкают действительно к изменениям. И в первую очередь я бы хотела, как психолог, нас всех успокоить. Мы не должны поддаваться панике. Одни из нас, как настоящие активисты и патриоты, должны сейчас находиться дома и абсолютно соблюдать тот режим, который был объявлен. Другие из нас должны быть на передовой. Третьи из нас сейчас развивают новые пути, подходы в онлайн-режиме. Например, мы общаемся сейчас с коллегами Единого ресурсного центра в Дискорде. Нам очень нравится эта программа. Мы не видим друг друга, но мы слышим, и каждый день в эфир мы выходим, и у нас таким образом проходят планерки. Сейчас мы осваиваем YouTube-канал, да, у нас были выходы через Instagram. Я думаю, что сейчас действительно происходят глобальные изменения, но вообще
как эколог скажу, что любой социальный и экономический кризис, он ведет к новому развитию. Это новый толчок, который действительно нас сейчас разделит на нашу жизнь, на то, что было до и что будет после. Но здесь и сейчас мы с вами являемся активными гражданами, мы действительно активисты, неважно, мы представители власти, общества или бизнеса. И хочу сказать, что лидеры наших инициативных групп в республике Саха-Якутия, они осуществляют просто грандиозную деятельность. Некоторые из нас оказывают социальные услуги и уже составляют конкуренцию государственным, муниципальным учреждениям. Некоторые из нас осуществляют свою деятельность больше 20 лет в республике и являются такими с хорошей с точки зрения монстрами и мамонтами в некоммерческом секторе. Мы знаем, что у нас бизнес также поддерживает некоммерческие организации. Мы знаем, что в разных районах у нас проходят такие конкурсы, которые поддерживают инициативы. Но мне очень нравится конкурс «Народный бюджет» города Якутска, который поддерживает не только некоммерческие организации, но и активных граждан и представителей коммерческих организаций, социальных предпринимателей и так далее. Сегодня мы опубликовали наш единый ресурсный центр опубликовал статью в Сахалайфе, которую, несмотря на то, что сегодня праздник, я назвала, что НКО нуждаются в поддержке в кризисных условиях. Я думаю, коллеги, вы с нами согласитесь, потому что мы сейчас очень много слышим о разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса, и, к сожалению, вот в первых выступлениях не прозвучал некоммерческий сектор, и здесь опять нам помогает наша активность, наше неравнодушие. Я знаю, что несколько некоммерческих организаций, в том числе мы, приняли участие в мониторинговом опросе Общественной палаты Российской Федерации. В статье в Сахалайфе есть ссылка на этот опрос. Я очень прошу коллеги принять участие в этом опросе, потому что мы тут же мгновенно отреагировали и написали про все те беды и победы, которые в современных реалиях у нас возникли. И я думаю, что так поступили во многих регионах Российской Федерации. Итогом послужило что был сформирован пакет предложенных нами же активными гражданами НКО мер поддержки. Все это было направлено Общественной палатой Российской Федерации в Совет Федерации. Это было поддержано Советом Федерации. Это было эти меры, давайте я вам перечислю, да, о чем была речь, ну, допустим, о том, что Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации, она в своем обращении к премьер-министру Российской Федерации говорит о том, что в сложной эпидемиологической обстановке велика роль некоммерческих организаций, которые участвуют в поддержке именно тех слоев населения, которые сейчас оказались в очень трудной ситуации. И в числе первых именно НКО выходят на передовую, но учитывая, что сейчас НКО столкнулись со значительными финансовыми проблемами, они несут серьезные убытки, и наша общая задача сейчас поддержать их в это непростое время. Это заявил вице-спикер Совета Федерации. И что мы имеем в современных реалиях? Вы можете, кстати, да, писать свои вопросы. Я сейчас чуть-чуть закончу свой спич и перейду к ответам на вопросы. Но в современных реалиях, я думаю, вы со мной согласитесь, да, что происходит отмена запланированных мероприятий по проектам, особенно те проекты, которые у нас поддержаны на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. У нас сокращаются поступления от доноров, от пожертвований. Если вы занимаетесь фандрайзингом и привлекаете именно финансовые средства на различные акции, поддержку проектов и так далее. Что у нас еще происходит? Карантин во всех партнерских учреждениях. К примеру, если вы оказывали поддержку выпускникам или детям, сиротам, выпускникам интернатных учреждений или детям с инвалидностью, то сейчас
специализированные государственные муниципальные учреждения, они все закрыты на карантин. Кроме того, мы выходим из офлайна, переходим в онлайн, мы не все готовы. Я могу сказать, что с нами точно сейчас нет активных арктических некоммерческих организаций. Надеюсь, они в записи посмотрят, потому что действительно проблемы с интернетом есть, и мы это даже увидели вчера. И вчера вечером мы не могли выйти в онлайн-режим, например, в Инстаграме, потому что действительно был очень, ну, так скажем, в силу разных причин некачественный интернет. Поэтому перейти в онлайн сразу нам будет не так-то просто. И что это для нас означает, вот все вот эти современные реалии, что я выше перечислила, да, ну, в том числе и отсутствие финансирования по некоторым, возможно, в будущем программам, проектам и так далее, это означает, во-первых, неопределенность ситуации в целом для НКО, уменьшение количества и объемов финансовых пожертвований, из-за экономического кризиса. Мы с вами все-таки давайте будем оптимистами, но реалистами, он у нас имеет место быть. Дальше те организации, которые имеют офисы, у них возникают и встает острый вопрос по платежам, арендным платежам, коммунальным платежам, эксплуатационным и так далее. Да? Ну и удаленный режим работы, он усложняет взаимодействие с нашими благополучателями. Да? И вот именно сейчас я считаю, что мы должны сосредоточиться на поиске новых ресурсов, нам нужно этому обучаться, нам нужно общаться, выходить за пределы Республики Саха-Якутия, нужно общаться и подсматривать, как это делают в регионах. И я просто рекомендую, вы знаете, сайт агентства социальной информации, где очень много новостей о том, как регионы сейчас идут по какому пути, как быстро переформатируют свои в современных реалиях свою деятельность некоммерческие организации. Мы видим в России, что есть запуск такой акции, как что мы будем делать без фондов и как мы будем жить без фондов. Действительно, очень многие активности без фондов и без некоммерческих организаций просто невозможны. Что еще? Я думаю, что нам нужно попробовать новые каналы коммуникации. И я предлагаю вот нашей команде, и насколько вам понравится эта идея, мы хотим еженедельно, так же как в открытом пространстве, в общественном центре, мы будем выходить в эфир, скорее всего, по средам, пока предварительно это будет 2 часа. То есть каждую среду в 2 часа мы на этом канале будем выходить в эфир. Поэтому бросайте, пожалуйста, в чат ваши предложения, тематики, которые вы хотели бы сейчас вот просто в ближайшее время услышать и увидеть. Что еще? Я думаю, что нам нужно объединять усилия, об этом я уже сказала, но и думаю, что какие-то дополнительные меры поддержки со стороны власти и бизнеса точно должны быть. Да, и, возможно, приглашайте, мы готовы участвовать в их разработке мер поддержки и так далее. И, возможно, вот нас в ближайшем будущем ждут гранты Илдархана в Республике Саха-Якутия. Мы предлагали о том, что, возможно, новое направление, такое как поддержка арктических некоммерческих организаций для их более такого планомерного развития и всестороннего. Но я думаю, что сейчас, возможно, нужно объявить такую тематику в условиях пандемии коронавируса, каким образом некоммерческие организации помогают своим целевым группам, а может быть другим некоммерческим организациям. Как сейчас, кстати, сделал фонд Потанина, он объявил 2 конкурса, которые как раз поддержат там, от 1 миллиона до 10 миллионов грант, поддержат именно те некоммерческие организации, которые вот ориентируются в новых условиях и помогают людям в трудной жизненной ситуации. Ну, какие вот еще по мерам поддержки
Значит, в итоге было структурировано несколько предложений премьер-министру, что какие предложения ушли именно от Общественной палаты и от Совета Федерации. Первое– это уменьшение размера страховых взносов во внебюджетные фонды до 15%. Второе– отсрочка по уплате налогов на прибыль имущества, транспортного налога, а также страховых взносов. Отсрочка по аренде государственных муниципальных помещений. Это очень актуально и для тех некоммерческих организаций, которые сейчас по договору безвозмездной аренды на государственных муниципальных площадях размещается в том числе общественный центр, да, и отсрочка внешнего аудита и проведения проверок контрольно-надзорными органами. Что в итоге, вот буквально когда вчера абсолютно ночью писалась эта статья, она никак не могла сформироваться, наверное, потому что мы ждали заседания, которое вчера было на уровне президента Российской Федерации, и именно премьер-министр Российской Федерации предложил все-таки распространить мораторий на проверки для некоммерческих организаций, а также вот такая интересная формулировка, нам нужно еще понять, да, что в нее входит, а также социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях предоставить те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства. Я считаю это очень здорово и надеюсь, что мы разъяснение получим чуть позже, и было бы здорово, если бы на региональном уровне у нас тоже какие-то дополнительные меры поддержки были приняты. Вот теперь к вопросу. Здравствуйте, мы МКО по волонтерству. Как нам можно помочь во время карантина? То есть я так понимаю, что это те волонтерские штабы, объединения и корпусы, которые сейчас в муниципалитетах и у нас в городе Якутске свою деятельность активно осуществляют. И я считаю, что нужно действительно объявить номер. Есть такой номер по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Это производит корпус волонтеров Республики Саха-Якутия, ОНФ, и при поддержке органов власти, муниципальной власти, государственной. 8 800 234 11. Это круглосуточная горячая линия. 8 800 234 11. Может быть, коллеги наши напечатают в чате этот номер, я сейчас постараюсь его переслать. Дальше надо отменить налоги. И как можно помочь во время карантина? Да, как можно помочь? Вот мы, допустим, вчера связались с нашим центром по работе с волонтерами, узнали, что им нужны канцелярские товары, что им нужны картриджи, что им нужен принтер цветной и черно-белый. Давайте мы с вами, коллеги, объединим усилия. Мы со своей стороны предоставляем канцелярские принадлежности, но я думаю, что, может быть, их будет недостаточно. Давайте мы с вами объединим усилия и предложим даже вот по этому номеру 8 800 234 11 свои услуги, как мы можем поддержать волонтеров на местах. Действительно, и со стороны власти тоже сейчас предусмотрена имущественная поддержка, то есть помещения выделяются, где горячие линии. Но я знаю, что наши волонтеры были бы рады, мне кажется, горячим завтраком, обедом и ужином. Я знаю, что они любят пиццу, кока-колу, хотя это не полезная еда, но вы знаете, для того, чтобы была профилактика выгорания, тех, кто у нас сейчас вот действительно на передовой, те, которые помогают всем нуждающимся, я думаю, что нужно нам с вами вот объединить усилия, и каким-то вечером мы сформируем коробочку и передадим нашим уважаемым волонтерам. Предлагаю в муниципалитетах тоже поддержать эту инициативу. Вопрос: надо отменить налоги для малых предпринимателей за этот год и вернуть налоги за прошлый год вместе с прошедшим НДС. Да, вот здесь это именно для малых предпринимателей, но если речь идет о социальных предпринимателях, которые оказывают услуги в сфере
в социальной сфере, то здесь есть некие послабления, если вы знаете, для некоммерческих организаций. Нужно уточнять, как это для малого бизнеса, но мы, допустим, те некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность 70% именно в социальной сфере, мы платим чуть пониженную ставку налогов, значит, страховые взносы по трудовым договорам и по гражданско-правовым договорам. Что касается предпринимателей, у вас есть мой бизнес, куда, я думаю, вы можете свои направить предложение. А что касается НКО, я вот очень рекомендую по ссылочке, мы ее постараемся направить. Вот горячая линия, номер появился в чате, запишите себе, пожалуйста. Мы эту ссылочку постараемся сейчас тоже здесь опубликовать, да, потому что это важно. Вот любые предложения, сейчас они важны и нужны. Здравствуйте, какая реальная помощь сейчас есть со стороны госорганов власти и муниципалитетов для НКО? Это вопрос, конечно, к госорганам, но, насколько я знаю, вот именно сейчас для НКО всех или которые осуществляют волонтерскую деятельность, это бы вот мне хотелось уточнить. Но вообще у нас органы власти поддерживают финансово, и мы ждем гранта Илдархана, и в различных районах и ведутся или будут проведены конкурсы по поддержке некоммерческих организаций. Да, если в программе социально-экономического развития предусмотрены такие средства, это раз. Конечно, по закону 131 возможна имущественная и информационная поддержка. Ну, я знаю некоммерческие организации, которые размещаются, вот как я уже говорила, на безвозмездной аренде, но с уплатой коммунальных и эксплуатационных услуг, информационная поддержка, образовательная поддержка. Ну и мы, ресурсные центры, не стоим в стороне. Я бы хотела сказать, вы можете обратиться в наш единый ресурсный центр, наши координаты висят и на канале, вы можете зайти. Но пока вы можете зайти на наш сайт «Фонд «Семья для ребенка», где все имеющееся для вас есть, вся информация. Ну и ресурсные центры предоставляют методическую, консультационную, информационную, образовательную поддержку. Сейчас в эпоху грантов, точнее разработок проектов на гранты и участия в конкурсах, допустим, у нас у каждого специалиста в едином ресурсном центре от 5 до 7 проектов. Проекты на конкурсы Росмолодежь и фонд президентских грантов, которые сейчас продолжаются до 6 и до 8 апреля. Кстати, коллеги, некоммерческие организации, проверяйте, отправляйте на экспертизу полностью структурированные проекты, мы можем посмотреть и посоветовать что-то. Мы не вносим коррективы, но мы проводим таким образом консультацию, экспертизу. Не только мы. У нас 10 ресурсных центров. Активность у них разная, и направления у них разные, но вы также всю информацию вы можете получить в Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям по направлениям деятельности ресурсных центров. Так, что еще? Значит, номер горячей линии у нас висит. Давайте расскажу еще про поддержку, да, какая бывает поддержка, но на уровне муниципалитета сейчас есть муниципальные программы по поддержке некоммерческого сектора, но я бы хотела обратиться к НКО и, может быть, представителям муниципалитетов, управления по молодежной политике, главам, что было бы неплохо, если бы в вашем районе был, ну, хотя бы в виде одного человеческого лица или группы людей свой муниципальный ресурсный центр. Или мы вчера обсуждали, например, в городе Якутске у нас более 1110 некоммерческих организаций, очень много инициативных групп, и мы с Департаментом по связям общественности обсуждали именно возможность развития соседских центров. Да, может быть, центров вот, местных сообществ, местных комьюнити, куда могут прийти любые активные граждане и проявить себя.
Это сейчас очень актуально. Мне кажется, в эпоху карантина вот эта технология добрососедства, мы привозили в прошлом году Сергея, пусть смотреть, кто живет рядом с нами, кому нужна поддержка. И, возможно, в нашем микрорайоне, вот я сейчас в 202-м микрорайоне, есть соседский центр, куда я могу отнести продукты, куда я могу отнести товары необходимого потребления, да, для детей, для престарелых граждан, может быть, что-то из лекарств, может быть, что-то из бытовой техники, я не знаю, но мы должны обмениваться различными ресурсами, не только то, что мы друг другу говорим, каким образом выйти из кризиса или как написать социальный проект. Но пришло время именно, мне кажется, поддержать друг друга, обратить внимание не на клиента, а именно на человека. Кто рядом, кто ближний, в какой он ситуации, нужна ли ему помощь. И поэтому сейчас, мне кажется, очень актуально открытие и развитие соседских центров на муниципальном уровне. И здесь нужна имущественная поддержка. Здесь должно быть волевое решение и предоставление такой поддержки на уровне муниципалитета. И, конечно, вот в арктических районах я бы очень рекомендовала создание ресурсных центров. И я знаю, что это могут быть руководители волонтерских представительств или там начальники по молодежной политике, которые в одном лице предоставляют в своем рабочем кабинете компьютер, рабочее место и различную всевозможную поддержку активным гражданам и некоммерческим организациям. А почему именно в Арктике? Потому что медленный низкоскоростной интернет, который обеспечивается в основном в администрациях, в школах, и поэтому, я думаю, вот здесь мы сейчас тоже можем объединиться. Дальше, как сейчас отчитываться фонд президентских грантов? Очень хороший вопрос. Если мероприятия отменены в связи с карантином, и их невозможно провести онлайн, а перенести не получается на другой сезон. Во-первых, у нас есть с вами договор, и я так понимаю, что это пишет активный представитель некоммерческой организации, которая является получателем грантов, фонда президентских грантов. Во-первых, на их сайте была размещена информация о том, что они понимают, в какой ситуации сейчас находятся наши коллеги, наши грантополучатели. Поэтому нам нужно и в соответствии с договором, который вы подписали с фондом президентских грантов, не замалчивать о проблеме, сразу в диалоговом окне писать ввиду сложной ситуации, ввиду объявленного карантина, ссылка на указ и так далее. Мы не можем в силу причин, это, между прочим, форс-мажор, это обстоятельства непреодолимой силы, поэтому вы должны об этом объявить, написать в диалоговом окне фонда президентских грантов и ждать, что вам посоветует куратор. Несколько звонков было к нам в единый ресурсный центр от фонда президентских грантов на предмет того, что некоторые некоммерческие организации не могут сейчас отправить платежи, они находятся, допустим, на слегах. Там сложности у одного представителя некоммерческого сектора в республике с отчетностью. И мы все это сейчас, мы это обсудили, практически все решили, то есть обо всем можно договориться, предупредить и так далее. И дальше вам уже грантооператор, тот, который и предоставляет федеральную поддержку, денежную поддержку в виде гранта, он, конечно, вам скажет, куратор в виде куратора скажет, какие шаги вам нужно предпринять. Поэтому вы не переживайте, вы не остаетесь один на один с этими проблемами. Кроме того, вы можете звонить в наш единый ресурсный центр. Давайте будем сообщать или в другие ресурсные центры. Министерство по делам молодежи, я считаю, тоже можете обратиться. И вместе с экспертами мы можем с вами подумать, каким образом мы можем решить вот эту ситуацию. Она действительно форс-мажорная. Дальше, какие сейчас, апрель-май, имеются федеральные региональные конкурсы для некоммерческих организаций? Во-первых, я уже сказала, фонд президентских грантов до 6 апреля, АИС Росмолодежь до 8 апреля, и мы видим, есть проекты
очень неплохие, но есть проекты, которым еще нужно дорабатывать. Сейчас нельзя расслабляться, нужно действительно вот сделать последние усилия. Кто отправил, уже молодцы. Кроме того, я сказала, что объявлено 2 конкурса фонда Потанина. Они вообще молодцы. Они одни из первых выделили огромные средства на поддержку частных музеев, культурных организаций и так далее в сфере культуры. Сейчас они объявили 2 больших конкурса. Смотрите, у нас есть ссылка в наших соцсетях, есть ссылка в соцсетях фонда Потанина, есть ссылка в агентстве социальной информации о том, что значит, конкурс направлен именно на те НКО, которые предоставляют услуги людям, которые оказались в эпоху пандемии в сложной, в критической, сложной и трудной жизненной ситуации. Дальше фонд Тимченко объявил курс на семью, также о развитии, конкурс на участие в дальнейших стажировочных и образовательных мероприятий фонда Тимченко. Еще мы знаем, да, с вами, что у нас будет второй эфир в 3 часа дня по якутскому времени, и мы к вам пригласили для участия Жанну Котова, эксперта, Жанны Котова, эксперта платформы «Моя Россия», именно эксперта по развитию гражданских активистов и некоммерческих организаций. Она расскажет тоже о проводимых конкурсах и возможности использования, кстати, их платформы «Моя Россия». Что еще? Но мы пока ждем региональный конкурс, он, наверное, будет объявлен чуть позже. Я не могу сейчас дать информацию. И муниципальные тоже, это только вы знаете, находясь в муниципалитетах. Конкурсы еще впереди будут, и будут вторые этапы на следующий год, поэтому следите за информацией, в том числе на нашем сайте. Да, вопрос, а карантин же не объявил президент, не рабочие дни только объявили, мэры по городам, режим самоизоляции. Но вот по факту режим самоизоляции, если мы не можем с вами дойти ногами до благополучателя, и у нас такая акция, где мы должны непосредственно взяться за руки с нашими целевыми группами, это и есть форс-мажорное обстоятельство. А ключевая контрольная точка у нас была объявлена, например, вот на 5 апреля. Да, согласна, это вот здесь уже нужно писать и говорить о том, чтобы просить о том, чтобы либо перенести, либо какие меры мы можем принять для того, чтобы каким-то видом внести корректировку в календарный план, вносить корректировку, наверное, также и по распределению бюджета придется, потому что не все сейчас онлайн работают, поставщики, там, оборудование и так далее, поставщики услуг и прочее. То есть, да, сложности и трудности они будут, но тот же фонд Потанина один из первых сказал о том, что мы понимаем, мы принимаем, мы примем ваши отчеты с учетом тех, значит, условий, в которых мы сейчас оказались. Дальше. Как зарегистрировать НКО? Хороший вопрос. Да, ну, это, наверное, тема для одного из наших семинаров, которые мы будем проводить. У нас в Едином ресурсном центре есть великолепный эксперт, юрист Вячеслав Ядреев с опытом работы именно в Минюсте, управлении Минюста по республике Саха-Якутия. Вообще все должно начаться с того, чтобы активные граждане объединились в некую команду, да, и приняли решение о создании некоммерческой организации. Нужно подумать в первую очередь, какие общественно полезные цели вы хотите достичь, кто будет вашей целевой группой, какая миссия организации и так далее. Я не рекомендую регистрировать некоммерческую организацию лишь только постольку, чтобы участвовать в грантовых конкурсах. Это не очень хорошо, потому что мы действительно должны нести некую общественно полезную функцию, когда мы разрабатываем проект,
И перед тем, как его отправить вообще на какой-то конкурс, мы строго с вами и понимаем о том, что мы должны содействовать решению конкретной социальной, экологической, либо еще какой-то проблемы на конкретной территории, выполнить конкретный комплекс мероприятий и пытаться решить задачи и достичь конкретную цель. Мы не должны создавать НКО ради НКО, так же, как я уже говорила, на наших площадках образовательных, что так же, как и проект не должен создаваться ради проекта. Вы можете, когда вы уже определитесь со своими целями, приблизительно можете понять, что у вас будет в уставе, вы можете напрямую обращаться в наш ресурсный центр и записаться на консультацию к Вячеславу. Сейчас это онлайн, но когда нам позволят условия, это будет и офлайн в том числе. А будет ли физкультурно-спортивный клуб относиться к НКО? Я хочу вам сказать, что среди некоммерческих организаций мы делали исследование гражданского общества за 2017 год, наш ресурсный центр. После профсоюзов, после общин коренных малочисленных народов Севера на третьем месте по количеству некоммерческих организаций у нас стоят именно ориентированные на спорт, на ЗОЖ. И поэтому физкультурно-спортивный клуб – это очень актуально. И если вы предполагаете оказывать услуги для целевых групп, которые в большинстве своем будут получать услуги бесплатно, так скажем, если вы за развитие на вашей территории физкультуры, спорта, ЗОЖ, ориентированы, допустим, на молодежь и на детей, то, конечно, это некоммерческая организация, абсолютно подходит. И что хотела сказать, нашим единым ресурсным центром мы сейчас не только с вами сейчас в онлайн-режиме общаемся, мы начинаем большую работу, я не отговорилась именно с вами. Наша задача провести исследование потенциала гражданского общества. Я приглашаю всех принять участие, мы будем отправлять анкеты, просим ответить достаточно подробно на анкеты для того, чтобы нам проанализировать, для того, чтобы понимать, в каком состоянии мы сейчас находимся, и мы обязательно там сделаем пункт «Ваши предложения по развитию некоммерческого сектора». И еще у нас родилась такая идея, мы, конечно, ее подглядели у Ханты-Мансийского федерального округа, у Югры, карта гражданских инициатив. И нас поддержали в этом и Министерство по делам молодежи, и город Якутск, администрация города Якутска, где, как я говорила, более 1000 НКО и различных активностей, очень много управ, общественных советов, инициативных групп и так далее. Вот мы все вместе должны с вами будем наши проекты, наших лидеров, наши инициативы, наши идеи разместить на портале One Click Якутия, на карте гражданских инициатив. Тоже предстоит большая работа, и мы сейчас, в принципе, в онлайн-режиме приступили к этому и приглашаем всех вас активно принять участие для того, чтобы на этой интерактивной карте вы могли кликнуть, увидеть себя, свою фотографию, свой проект, рассказать о тех ресурсах, которые у вас есть и в чем вы еще нуждаетесь. Есть еще вопросы, коллеги? Я вроде бы все, что хотела сказать, я сказала. Но хочу сказать, что давайте мы все с вами сейчас будем действительно посвящать свободное время не панике, а развитию, саморазвитию. Давайте мы с вами будем, как сказала знакомая психотерапевт с Иркутской области, кризисная ситуация, она позволяет эволюционировать. Давайте мы будем с вами развиваться, эволюционировать, объединять усилия, если понимаем, что нам в одиночку очень сложно. Давайте мы вместе с вами, с представителями власти, общества, бизнеса, будем делать все возможное для того, чтобы ситуация была контролируема, чтобы мы помогли тем, кто в этом нуждается, чтобы мы развивали нашу республику, наши территории для того, чтобы наше общество, в том числе гражданское общество, процветало. Я всех поздравляю с Днем гражданского активиста. Сейчас я планирую уже завершить трансляцию, чтобы вы чуть-чуть отдохнули. Мы в эфире находимся уже около 44
минут. Ждем вас в 3 часа дня, будет очень интересно. Жанна Котова — это наш эксперт, глубоко уважаемый эксперт, которая будет трансляцию вести с Ханты-Мансийска. Но сама она у нас супер эксперт в Москве и по всей России, приезжала к нам неоднократно. Я хочу вместе с вами присоединиться к прямой трансляции в 3 часа дня. Поздравляю вас всех, оставайтесь неравнодушными, активными, любите нашу Якутию. С праздником вас! Ура!